республика. Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». Вторник, 16 июля на календаре. Приятного аппетита всем, кто завтракает на данный момент. Сколько бы нам ни твердили специалисты по питанию, что надо выбирать правильные продукты, мы все равно с огромным удовольствием отдаем предпочтение вкусным изыскам. Так, сегодня, 16 июля, отмечается День вкусной еды. Этот замечательный праздник, сопровождаемый невероятными ароматами и изысканными вкусами. Провести его можно по-разному, но лучше всего за столом с миской ароматных пельменей, наваристых щей или домашней выпечкой. День Мокия и Марка наступил по календарю народному. В этот день часто случались грозы. Что же готовит нам погода? Узнаем прямо сейчас. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 7, плюс 17 градусов. Днем ожидается до 24-27 градусов тепла. В Заречье утром плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 27 градусов. В Южных утром плюс 12, плюс 14, днем плюс 22, плюс 24. В Вилюйских Улусах плюс 9, плюс 17 утром, днем плюс 24, плюс 26. В Нижнеленских Улусах плюс 9, плюс 16 утром, днем плюс 18, плюс 22 градуса. В Западных Улусах утром плюс 15, плюс 18, днем плюс 24, плюс 27. В Колымендигирских Улусах утром плюс 6, плюс 16, днем плюс 6, плюс 21 градус. В Янских Улусах плюс 7, плюс 9 утром, днем плюс 8, плюс 17. В Северо-Западных Улусах плюс 8, плюс 16 утром и днем ожидается плюс 9, плюс 20 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 27 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается без осадков. Температура воздуха составит плюс 27, плюс 29 градусов тепла. Ну а далее слово передаю своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Повышение МРОТ коснется 4 миллионов россиян. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года и вынесет его на общественное обсуждение. Как известно, МРОТ должен равняться прожиточному минимуму. Индексируется он раз в год с 1 января до размера прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Согласно документу Минтруда, минимальную зарплату в 2020 году в стране могут повысить почти на 850 рублей, до 12 130 рублей. В этом же году размер МРОТ составляет 11 280 рублей и по сравнению с прошлым вырос на 117 рублей. Повысятся и выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, такие выплаты будут ежемесячно составлять около 10 тысяч рублей на одного ребенка. Более 4000 многоквартирных домов за 30 лет. Такова региональная программа капремонта в Якутии. Основная нагрузка приходится на период 2019-2022 годов. Об этом было сказано сегодня на совещании у главы республики Айсена Николаева. В ходе совещания глава региона ознакомился с модельным планом обеспечения финансовой устойчивости региональной программы, составленным по методическим рекомендациям Министерства строительства России, и рассмотрел возможность увеличения размера государственной поддержки и софинансирования капитального ремонта муниципальными образованиями.
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране. По словам заместителя главы Ассоциации банков России, жители смогут воспользоваться данной услугой только при совершении некой покупки. Он пояснил, что в ином случае подобная затея будет просто невыгодна для магазинов. Уточняется, что на настоящий момент такой услугой можно воспользоваться лишь в нескольких малонаселенных пунктах. Однако теперь этот эксперимент будет распространен на всю территорию страны. В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников. Эксперты отметили, что злоумышленники часто звонят с целью предупредить о подозрительной операции с банковскими счетами. В этом случае надо помнить, что обычно в подобных случаях кредитная организация автоматически блокирует все движения денежных средств по карте, и клиент сам должен позвонить для их разблокировки. Кроме этого, специалисты рекомендуют обратить внимание, если звонивший торопит с принятием решения или оказывает давление. Также рекомендуется сообщить собеседнику, что разговор записывается. В большинстве случаев, отмечают эксперты, мошенники прекращают разговор. Дома и квартиры защитят от краж при сделках с использованием цифровой подписи. В том случае, когда нужно будет продать собственное с использованием электронной подписи хозяина, его обяжут уведомить об этом Росреестр. В противном случае сделка будет считаться недействительной. Это сказано в поправках к закону о государственной регистрации недвижимости, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний следующей недели. К слову, по данным Минкомсвязи, в России насчитывается около 500 удостоверяющих центров, в которых можно получить электронную подпись. Правительство утвердило календарь праздников на 2020 год. В частности, согласно принятым изменениям, выходные дни 4 и 5 января переносятся на 4 и 5 мая. Согласно опубликованному Кабмином календарю, на Новый год граждане России будут отдыхать в период с 1 по 8 января. На День защитника Отечества в период с 22 по 24 февраля. На Международный женский день с 7 по 9 марта. А в мае 1 по 5 мая и с 9 по 11. На День России с 12 по 14 июня и 4 ноября в честь Дня народного единства. Таковы были новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Доброе утро, 16 июля на календаре. Мы продолжаем наш эфир. Природа – это лучший художник, но иногда в ее замысел вмешивается человек. И благодаря вот такому вот союзу появляются удивительнейшие места. Предлагаю вам посмотреть подборку самых красивых парков мира. Буд в Лаосе поражает воображение. На относительно небольшой территории собрано более 200 скульптур Будд, змей, богов и героев индуистской и буддийской мифологии. Абсолютно все статуи проработаны до мелочей. Чешуйки на змеиных телах, складки на одеждах героев, атрибутика, лица. Парк «Зеленое озеро», расположенный в австрийском городке Трагаэс, удивителен прежде всего тем, что зимой это самый обычный парк. Но летом озеро разливается, и уровень воды в нем поднимается с 2 метров до 10. Пожалуй, это единственное место в мире, где вы можете увидеть привычный мир под водой. Все растения, парковые дорожки и скамейки остаются на своем месте, а вы с аквалангом плывете мимо них. Парк космических размышлений в Шотландии. Привычных цветочных клумб или удобных дорожек в парке нет. Зато есть совершенно футуристические объекты вроде необычной формы искусственных холмов, мостов, лестниц. Все настолько гармонично, что в окружающий пейзаж прекрасно вписываются и алюминиевые скульптуры самой причудливой формы. Шахматный парк в японском городке Осака на берегу одного из каналов, посвященный настольным играм. Дорожки, столики, детские горки и все другие объекты выполнены в шахматной теме. Парк удивителен тем, что у создателей было не так уж много средств, так что все объекты выполнены из дешевых и экологически чистых материалов. Парк Франциско Альварадо в Коста-Рике. Настоящее чудо ландшафтного дизайна. Гуляя по его дорожкам, вы увидите выполненных из живого кипариса слонов, обезьян и других животных. Но главное здесь – это мистический лабиринт из живых растений. Парк птиц в Сингапуре собрал пернатых со всего
всего мира. Главная особенность в том, что у посетителей создается иллюзия, что птицы живут на воле. В парке не найти никаких вольеров или клеток. Для каждой группы пернатых созданы условия, имитирующие его природную зону обитания. Например, для пингвинов сделана система кондиционирования, а для фламинго – большой искусственный водоем. В Иркутске прошла панельная дискуссия «Территория опережающего социально-экономического развития». Мероприятие было организовано Министерством экономики. Какие были затронуты вопросы, узнаем в следующем сюжете. В рамках панельной дискуссии сотрудники Минэкономики Якутии представили информацию о развитии территории опережающего социально-экономического развития в республике, какие преимущества дает этот режим, кто может стать резидентом и ближайшие перспективы распространения режима ТАСЭР. Панельная дискуссия, организованная Министерством экономики республики, была посвящена теме территории опережающего развития, которых на территории нашей республики две. Это в Южной Якутии крупная и наша Тор-Кангаласы, резидентом которой является наша компания. Тор-Кангаласы уникален тем, что это не одно крупное предприятие, а кластер нескольких небольших производственных предприятий малого и среднего бизнеса, которые производят свою продукцию на нужды республики для внутреннего потребления. Мероприятие прошло в режиме активного диалога. В формате «Вопрос-ответ» был представлен образ потенциального резидента и нюансы инвестирования в Тор. Прошел определенный период, нужно было провести анализ эффективности территории опережающего развития, насколько эффективна данная мера. Тор – это же экономическая зона, которая облагается льготами определенными, с готовой инфраструктурой для развития региона. Насколько она эффективна, сколько создано рабочих мест и вообще оценивали эффективность этого в ходе этой панельной дискуссии. В конце работы площадок участники договорились встретиться снова для обсуждения дальнейших перспектив развития территории опережающего социально-экономического развития Якутии. Наталья Колесова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Мобификс терилте аныгуяныкытта тәңге кардылыр. Телефон, планшет өлөмөнүнөн ситихилэхтик жарыктанар. Телефону тоғычтағана, кәлен отыру құтыншып, тұғбора бұрудыне бір тағар. Программаторда, телефону қостағы жағана оны клейден берек құтыншып. Андыз полностью экраны бұл бұқараңандыз тағын ұртық құтыншып. iPhone памяти тибі қолан память платын ұрық құтыншып. Телефон қаддары қарат болған қиды. Программа обеспечения ұртық құтыншып. Телефон орбыт тағынан телефон ұтын үсі босқа диагностикалан берек құтыншып. Телефон қаддары өлейір болағына, тұғыры қаддары қолыр батарейкада түргені бітер болағына, оны бейқа алыңғыт босқа диагностикалы құтыншып. Ойынускай улуссатын 39 нөмірдәк жетін бастығы корпуғығар күйтәбет. Мобификс. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем. В Хандыге чествовали супругов Иннокентия Савича и Веры Константиновны Свинобоевых, первой пары долгожителей в истории Тампонского района, и которые отпраздновали 70-летие совместной жизни. В Дом культуры Манчары с редким юбилеем, с благодатной свадьбой семью Свинобоевых пришли поздравить представители руководства района и поселка Хандыга, председатели Совета ветеранов, дети, внуки и правнуки. Давайте посмотрим, как это было. Свинобоевых зарегистрировала свой брак 70 лет назад в Тагдагинском сельском совете Мигино-Кангаласского района Якутской АССР. Сейчас Вере Константиновне 89 лет. Она ветеран тыла и труда, мать-героиня, обладатель орденов материнской славы всех 3 степеней. Иннокентию Савичу 92 года. Он тоже ветеран тыла и труда, прославленный конебот, который первым в нашей республике начал тренировать скакунов, заслуженный тренер Якутской АССР, почетный гражданин
Тампонского района, заслуженный работник сельского хозяйства республики. Свинобоевы вырастили и воспитали 15 детей. Они счастливые бабушка и дедушка, 49 внуков, 39 правнуков и 2 праправнуков. Сейчас супруги живут в поселке Хандыга. Они до сих пор ведут активный образ жизни, в курсе всех происходящих событий. Несмотря на свой почтенный возраст, Иннокентий Савич нынче выезжал в село Амга на 7-е спортивные игры народов Якутии, где на конных скачках республики зрители стоя приветствовали его. Вся республика знает Иннокентия Савича как Тыннахова. Это человек, который с одним ножом вступил в единоборство с медведем и вышел из этой схватки победителем. Сегодня у нас семья Свинобоевых самый счастливый днем считаем мы. Родители наши живы, родители совместно жили 70 год, это нам немало, не больше. Мы еще хотим для внуков, для правнуков, праправнуков и для детей, пускай они живут до 100 лет, еще больше. В этот прекрасный вечер Иннокентий Савич и Вера Константиновна своими подписями скрепили 70-летний супружеский союз в почетной книге юбиляров семейной жизни Тампонского района. В знак любви и верности они обменялись обручальными кольцами, первыми в своей жизни. А Иннокентий Савич преподнес для своей Веры Константиновны сюрприз – букет красных и белых роз, столько, сколько прожито вместе лет. Супружеской чете Свинобоевых был вручен памятный знак «Семейная доблесть». В торжественной обстановке председатель районного совета депутатов Илья Шадрин зачитал благодарственное письмо от имени главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева в честь 70-летия семейной жизни. От районной администрации супруги Свинобоевы награждены нагрудными знаками за вклад в развитие сельского хозяйства Тампонского района и сертификатом на получение жеребенка. Благодатная свадьба – это большой путь любви, уважения, взаимопонимания, мудрости и согласия. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район, специально для программы «Новый день». Как экономить время и все успевать? Есть элементарные проверенные хитрости на каждый день. Чтобы экономить время, нужно всего лишь придерживаться нескольких принципов, которые действительно помогут сохранить его. Задумывались ли вы, как сэкономить время на работе и в личной жизни? Существует масса советов, книг и обучающих курсов от специалистов по личной эффективности. Это достаточно объемные публикации. Не увлекайтесь интернетом. Для современного человека интернет и социальные сети занимают достаточно важное место в жизни, и постоянное присутствие в сети отнимает много временных ресурсов. Именно поэтому первым советом в теме «Как экономить время и все успевать» будет сокращение вашего присутствия онлайн, на почте, в социальных сетях, на развлекательных ресурсах и так далее. Запланируйте, сколько раз вы будете проверять в день личный или рабочий почтовый ящик, составьте конкретный график. Следуйте этому графику, а в другое время занимайтесь более важными и срочными задачами. Это же касается и другого присутствия в интернете. Запланируйте заранее, когда и сколько времени вы уделите определенному ресурсу. Введите свой режим дня. Практика и исследования показывают, что экономить время можно за счет сна. Нет, мы не призываем вас спать меньше. Гораздо эффективнее будет ввести свой режим для сна. Ложитесь и вставайте всегда в одно и то же время. Введите списки дел. Старайтесь заранее составлять списки дел на день и затем вычеркивать то, что уже выполнили. Введите это в привычку. Уделяйте время мелочам. Здесь имеются в виду те мелочи, которые постоянно отнимают у вас время. Например, загибайте всегда кончик ленты, чтобы не тратить время и нервы на постоянные его поиски в следующий раз. Правило 2 дел. Зачастую мы делаем такие дела, которые не требуют высокого уровня концентрации. В такие моменты вы можете совместить такие дела, например, с прослушиванием ваших аудиокниг. Если вы заняты уборкой, то почему бы не включить свой аудиотренинг в этот момент? Не делайте бессмысленных действий. Порой машинальные действия могут привести к потере немалого количества действий. Поэтому перед выполнением какого-либо действия определите, сколько времени вы готовы на него потратить и какую пользу оно принесет. Доброе
утро. Мы продолжаем наш эфир. Лето – это горячая пора для абитуриентов, для которых очень важно выбрать профессию правильно. С 15 июня работу начала приемная кампания Якутской государственной сельскохозяйственной академии. О ее работе, о новых программах и направлениях мы говорим сегодня с нашими утренними гостями. Рада представить вам Валентину Осипову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Актемского филиала ЕГСХ, и Надежду Михайлову, начальника Центральной приемной комиссии ЕГСХ. Валентина Валентиновна, Надежда Алексеевна, доброе утро. Итак, Надежда Алексеевна, по скольким и по каким образовательным программам в этом году ведет прием Академия? Академия ведет обучение по 45 образовательным программам. В этом году мы запланировали 1500 мест на первый курс. Мы обучаем не только по сельхоз и ветеринарным специальностям, но и инженерные, экономические, технические и так далее. Какие-то вот новые специальности? Вот в 18-19 учебном году мы открыли несколько новых программ. Это ландшафтная архитектура, информационные системы технологии, торговое дело, информационные системы программирования, магистратура несколько программ, экология, агрономия, агроинженерия, лесозаготовка и так далее. Ну, что нового предлагает Академия в этом году для абитуриентов? У нас всего 5 факультетов, 1 филиал и 1 колледж, в том числе 2 новых факультета. Это экономический и факультет лесного комплекса и землеустройства. На колледже технологии и управления мы в этом году открыли новый набор. Это прием после 9 класса. И вот несколько новых образовательных программ, которые открыли в прошлом году. Что касается форм обучения, заочное, какие-то сроки, может быть? В этом году мы приемную кампанию разделили на 2 этапа. Зимой мы принимали на заочную форму обучения по программам высшего образования, и сейчас принимаем на очное, и также продолжаем прием по заочной форме на платной основе. Но если сравнить с прошлым годом, да, становится ли больше желающих поступить в ЕГСХ, да, и что вот намечено на этот год, какие планы, цели? Если сравнить с прошлым годом, в прошлом году было подано 3500 заявлений. В этом году на данный момент уже подано 2000 заявлений. Большинство заявлений поступает по таким специальностям, как землеустройство, ветеринария, агроинженерия и технология продукции общественного питания, а также по специальностям среднего профессионального образования. Валентина Валентиновна, ну, как вот уже Надежда Алексеевна сказала, да, что в структуру ЕГСХ входит 5 факультетов, целый колледж технологий и управления, ну и филиал в селе Актемцы, да. Что предлагает филиал, по каким он направлениям работает? Актемский филиал находится, надо сказать, в селе Актемцы Хангаласского улуса. Это в 47 километрах от города Якутска. Ну, основной задачей при открытии филиала в 1999 году было это увеличение шансов сельской молодежи получить высшее образование. И вот спустя 20 лет можно сказать, что эта задача в полной мере выполняется. За все годы работы филиал выпустил около 1500 специалистов для аграрного сектора нашей республики. Мы обучаем по 3 направлениям высшего образования. Это бакалавриат агрономия, профиль агробизнес, бакалавриат агроинженерия, профиль технический сервис в АПК, магистратура агрономия по профилю адаптивное растениеводство. И вот уже последние несколько лет мы обучаем по направлениям среднего профессионального образования. Это 3 направления: агрономия, механизация сельского хозяйства и земельные и имущественные отношения. По всем этим направлениям мы принимаем как на очную, так и на заочную формы обучения. Но больше все-таки в филиале обучается местных жителей, ну, имеется села Актемцы Кангаласского района, или нет?
Но из Хангаласского улуса всегда процент всегда больше, да, 27-30% это хангаласские. Но студентов из других улусов тоже у нас достаточно. Надо сказать, что из 29 улусов представители почти всех улусов у нас обучаются. А сколько человек вмещает колледж, филиал? В данное время мы сейчас обучаем 495 студентов, как высшего, так и среднего профессионального образования. 495 студентов. Надежда Алексеевна, но какие все-таки самые наиболее популярные направления, да, где обучаются студенты, где все-таки больше человек, куда стремятся нынче молодежь? Ну вот, в связи с открытием приема после 9 класса больше всего заявлений сейчас поступило на эти специальности: информационной системы и программирование и специальность юриста. А по высшему образованию больше всего заявлений, как я уже сказала, по землеустройству и кадастры, и по специальности агроинженерия. Там у нас два профиля: электрооборудование и электротехнологии, и технический сервис ВПК. Ну, про филиал мы узнали, а что касается колледжа, где он находится? Колледж находится при ЕГСХ. В самом ЕГСХ обучают по нескольким специальностям после 9 и после 11 класса. Это программы юриста, бухгалтера, повара, официанта, коммерция есть специальность, зоотехник, теплотехник. То есть расширенный перечень по всем специальностям. Как на бюджетной основе, так и на платной основе. Ну, компания работает, как мы уже сказали, с 15 июня. До какого числа принимаются документы и что необходимо, куда подходить, да, конкретно абитуриентам? Абитуриентов с результатами ЕГЭ мы ждем до 26 июля. Абитуриентов, поступающих по программам магистратуры, до 10 августа. И поступающих по специальностям среднего профессионального образования до 15 августа. И до конца осени будем принимать на платной основе. Прием проводится как и по факультетам и колледжа ЕГСХ, так и Актемским филиалам в одном месте. Надежда Алексеевна, Валентина Валентиновна, огромное вам спасибо, что приняли участие в нашей программе. Отличного дня, плодотворной работы. Спасибо. И всех призываем поступать в ЕГСХ. Наша программа подходит к концу. Встречайте утро нового дня уже завтра в это же время. Вас будет будить Иван Луцкан, мой коллега. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Отличного дня, хорошего настроения всем.